ходе судебного процесса прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинения и рассказал о роли Вайнеров Турибаева и Шарниязова в финансовой пирамиде. По словам прокурора, подсудимый Курмангалиев разработал преступный план, в который посвятил своего родственника Мансурова. Так было создано ТО «Эстекс». Курмангалиев осознавал, что для получения выгоды необходимо постоянно увеличивать число вкладчиков. Понимая, что финпирамида будет пользоваться интересом населения, посвятил в планы своих знакомых, заинтересовав их материально. Часть прибыли направлял на обогащение ранее обратившихся вкладчиков, вводя в заблуждение граждан, сообщил прокурор. Кроме того, для вкладчиков предусматривались бонусы за привлечение новых лиц. Им обещали, что деньги будут вкладываться в тендерные проекты, и даже представляли придуманные прогнозы будущих тендеров. Так, сообщил прокурор, были заключены договоры на более чем 2 миллиарда тенге. Позднее были приняты меры по созданию других ТО, были привлечены другие лица – Бурканов, Ча, Касенов, Саидбаев, Шарниязов и так далее. Указанные лица, осознавая противоправность предлагаемых действий, дали свое согласие на участие в финансовой пирамиде, заявил гособвинитель. По данным обвинения, было создано новое ТО «Мударабах Капитал». Компания использовалась как инструмент для привлечения денег вкладчиков. Между Мударабах Capital и Эстекс был заключен договор, который свидетельствует о том, что Мударабах Капитал было структурным подразделением Эстекс. Бурканов стал директором Мударабах Капитал и вошел в состав учредителей. В сентябре 2020 года Саидбаев, Шарниязов и другие обратились к Турибаеву, имеющему более 1 миллиона подписчиков в соцсетях, с целью популяризации финансовой пирамиды. Ему обещали вознаграждение и посвятили в свои планы. Турибаев вступил в ОПГ, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала пирамиды он сможет уйти от уголовной ответственности, заявил государственный обвинитель. Турибаева, по словам прокурора, включили в состав учредителей. Каждый из них имел практически равные доли участия в уставном капитале. Так, Турибаев имел, по версии прокурора, долю в 11%. Также государственный обвинитель сообщил, что Вайнер публиковал видеоролики, в которых имеются высказывания, направленные на побуждение людей вкладывать средства. Проводилась широкая рекламная кампания, а полученные средства уводились в теневой оборот и распределялись. По словам прокурора, порядка 110 миллионов тенге были выплачены в качестве дивидендов учредителям. Более 44 миллионов составила заработная плата, бонусы и премии работникам. Подсудимые в большинстве своем не признали вину, некоторые признали ее лишь частично. Курмангалиев сообщил, что частично не признает вину, но признает, что зарегистрировал компанию. Бурканов отметил, что не согласен с тем, что в его действиях был умысел. Шарниязов заявил, что не признает свою вину. Турибаев также не признал вину.